Изеннер, арлық көрікшілер. Пөнпіз сақысқа кершебіз Валентина Иосифовна Спиринаны, біздің елбек актрисаны. Хадипу свещегөше, кісінің шықтасы дөк өрліпше. Ол парықсқан біздің хадипшелер, сын жерзер. Біздің шөлепісті қалған аның сөздері, аның қылығы олмазы. Шетон 8 жылда мен перкелгім театрзар олаңы 9-жы болырды. Осветитель, базы, монтировщик. Анда көргім қади ол ойынып жатқан. Қайды қынық болып тұрған. Аның 8-14 жылда мен келгенде анны қайды спектакльларды ойнам шоқты пергі сағыча. Бастағысын Шулбаеваның, Валентина Гавриловның пьесасы болған. Адей шуқтан әже ұндуба. Андақ е болған. Алай алжастып шамы. Ше ол пістің жепісті ойнан. Піс бозыбыз, аның оллары болғапыз. Аныңар шаға бар шабыз, аны шуқтазын ол көзче. Аның сағызыма қади қалпарғын мейзімді поклон ешетқан пісті. Поклон болған біз Валентина Иосифовна ортасында жегізі желі, біздің жепсі желі. Сарын Шылбараковтың пасалған. Ушух, синырық, құзыжық. Қодықты шүректі қабылше ол сарын. Валентина Иосифовнаның ойнап жатқанын біз көрзепсіз. Мен заңызы, мен жемні 15 жасығыда жетірші салғым. Жеметі үйкөр салғым. Қадиді. Аныңар Валентина Иосифовна позының қылынғанның менің шөлеміне аптап алған. Шуқтасында аның саблық бұл аттар пербендер, білбей жемноға ше өнінде мен сағыншам. Ол біздің тадырын шоуын біздің өн матылама артиз болған. Қайттар шақсы ойнап тұрған. Мен сағыншам үкінші ойын ол камат болған. Медхас Туранның режиссері Василий Иванович Ивандаев тұрғысқан. Ол аным анды манги ипшікізіні ойна. Аның апсағы шады қалған. Аның біз гастрольға парықсқабыз немездер. Республика же, анда облыс болған. Асқыс районды ойнап шабыз. Аның верхаскисті бізді Медхас Туран банкетіче. Аның маны біз Валентина Иосифовның қадиді шоқты сықапыз. Ол пиди олаңы шоқты оға ашық шарық қыз болған. Бірде мұнда қади орыстық тізі, анекдоттар, кепшоқтар пиди зызлыт все күзді. Аның біз қаптық шабыз, аның қайди болса, аның неме орыс тілінің де шоқты перше. Орыс тілінің пиди тізжеңі. Бірсінде жезі қыспаласына пиди тіпше. Да разве я такая была? Да разве я под забором валялась? Да ведь за мной тогда очередь стояла. Біз күлкі қатқышабыз. Аның қылығы қади кізе тепарша. Мен анда тамғыда тұрғам, анда кірек бола менің. Валентина Иосифовна беде қости қади отыр болған. Аның прай бұл қатқы күлкі тосыл барғанда маға беде түпше ол. Гена, сен бастағы қонығыңны қайрала. И қайда қолының мені сыйбапсқан мені. Ходи, и поди шулар ешче, ол 8-8 жылда қысқызын парыпсқан біздің. Кімің шейбіргі көжіл, мен саған келегенде қайды сағысқа түсем. Анық бастағы қонық болған Аркадий Иванович Чаптыковтың. Олар қады көрінгендер екінші студия Ленинградта аны келге кейіп алыс салғандар. Оларының қыныс балалары болған Игорь, менің жас болған. Қади сағыз. Чаны шықтыз паршатқанда қади да оларының шоллар көміз қыстри барыпсқан. Аныңар сағыншам ол неме қади дергі Аркадий Ивановичтың немені шөреке алып, мағандық шөп берген. Хаттар соның үстін шүгірлі. Позыңның қонығын, пропаста қонығын қайрылы.
Аныңар мен аныңар шоқтасы шоқ жерге итшетсем, аның кіші қыз жағы төрі Женечка. Біздің гастролларда жүрсетсе, біздің балалар қада болып тұрғандар. Біз спектакльдің келізепсіз, аның балалар қада ойынып шағалар, шоқта шағалар, ойынар бөлшелер, біз нем ойынып шағысы ойынар. Аның біздіңде менің балам, менің өз ол, бір балам бейітше. Қайда құстарға қыншазын? Вот там бір қыз жақ қайтар, ол қиыға пірсе өкері, қайда бір қыз жақ өкері, қанда біз олардың сұрысты шапыз. Акым, а Женечка уға добрая түше. Мы ее любим түше. Ана сақша мен деймін. Қайда қынық баларының сөздерін істерге Валентина Осиповнаның қызының Хадип олпалы жақтар шоқтып шалар. Аның қыз жағынан сағыншам аға ұзық жол Хади песік болсын, қазығы болсын шақсы. Ол Женя. Өзің шүптозында Хади улық шейдіглерге тұрған. Қади, ол мастер спорта біздің Россияның посткүресшінде ол бозы. Амды ол тоғынша тұра бүдір болған мен искам, анныңар праш жүрегімнің Валентина Осиповна мен алғызым шектішем, ол сөздер үшін аның Хади қызны үгретпейін, Хадиді шоқтын тұпсан, аның Хади өршілі қылығын үшін ашық шарық. Праш жүрегімнің анныңар мен атшыршем, баларым, пішелер. База анныңар алғыс болсын. Про Валентину Осиповну говорить очень можно много. Какая она? Она вообще в жизни была очень такая открытая, яркая, женственная и очень добрая. И знаете, Валентина Осиповна, ну, может, наше руководство не присмотрело, что ей при жизни нормально было звание, она не имела. Я тогда всегда удивлялся. Такая женщина выходит, ну это мать, ну в смысле, она матерей играла, вот со мной матерей играла, она жену играла вот в Камате, которая, и она очень достоверная. Не то, что играла, как у нас они говорили, вы играете, а мы живем. И это действительно было, вот эта жизнь ее, мы вспоминаем и мы любим. В серебряном бутике купила? Не знаю, я купила. Таня, ты их всех помнишь? Ну, кое-кого, конечно, сейчас, вот подождите. Это Нина Дмитриевна, это Маша Авдина. Однако вот это Тугужеков, вот это Герман Николаевич, Вера Петровна. Вот да, это Тодышева. Да, вот это Михаил Ильич Чичаков, Кирижиков. А Букин? Да, это Бенджамин. Это Маша Авдина. Слушай, как похож Щетинин на Сережку Порошенко? Ну, то есть. Да? Лицо такое, вот это вот. А это Самарин, точно. Самарин, конечно. А это жена Щетинина. Видите, вот это значит уже девочка. Как же ее зовут? Анна Герасимовна. Это значит, Анна это Герасимовна. уже третий курс девочки. Третий курс. Потому что... Значит, это как да, кто там доели гусилбаску. Но третий курс 0. С 50-го они? Студенты 51, Ленинградского 52. театрального института имени Островского. Ну да, это еще вторая имени. студия. Я, когда была маленькая, приходила в гости к родителям Валентины Иосифовны. Значит, это Иосиф Федорович Спирин, а это ее мама. Не помню, как ее звали. Вот ее То ли тетя Дина, что ли, ее звали. У них было, значит, кроме Валентины Иосифовны была сестра Галя, знаете же, да? Да. И еще была Миша был самый младший. Да. И вот ее отец, значит, Валентина Иосифовна, Иосиф Федорович, был моим крестным отцом. Ну вот, да. И я приходила, вот это моя мама, видите, молоденькая, Спирина. Они были как-то родственники, и она, поскольку у нее отца расстреляли в 1937 году, она как-то тянулась. Он работал
Где-то да, он был как квартирный. Значит, Вот, по-моему, третий они... секретарь Волганцы. Вот, да. Жили они вот в этих сталинских домах трехэтажных. Там, где Капкоева. Минали еще успела там побывать. Там, где Елена Михайловна жила на третьем этаже, да, она жила. Они в этом же подъезде на первом этаже жили. Я прекрасно помню квартиру. У них была прекрасная такая библиотека в зале. Такой шкаф был. И там были Ленин, Сталин. Потому что он был какой-то идеологическом Потому что я помню, что он был третий секретарь коммунистической партии. Там что-то. Вот. И, значит, и тогда я впервые в их квартире я увидела портрет Иосифа Сталина. В полный рост огромный был портрет. Вот, и это библиотека, и они такие, были очень солидные люди, красивая какая квартира. И я помню, прямо в полный рост, рост. И как-то, знаете, вот вокруг вот этого портрета была, когда, видимо, создана уже аура тех годов. И я как-то с почтением смотрела на этот портрет. И как-то мне казалось, что худые вроде как, что ли. Вот так вот мне казалось, что такая икона. И я, конечно, помню Валентину Иосифовну. Ну, конечно. Совсем, может быть, мне было года 4-5. Но я уже соображала, еще не школьница. И вот меня таскали туда к ним. У них всегда собирались тоже много родственников. Вот. Мама, по-моему, нигде не работала. Она как-то... Ну, Паллары, я помню, вот она Паллова. И знаете, вот еще... Я помню Валентину Иосифовну. Просто чисто по-детски, вот такое ощущение. Вы же с ней работали, а вот я ее помню в домашней обстановке. Она была необыкновенно легкая, очень мягкая такая, добрая какая-то. У нее такой был красивый тембр голоса, что мне так хотелось прямо ей прыгнуть на коленки и посидеть возле нее, как-то вот аромат, ее запах как-то почувствовать. Очень она была такая милая. Очень. Вот эту фотографию я вот нашла. Ее перефотографировала, может быть, там покажете зрителям, да? И вот моя мамочка. Вот, и я помню, когда я уже подросла, лет, наверное, мне было 12, Иосиф Федорович уже болел, лежал. И почему-то меня привели туда, и Иосиф Федорович надел на мне прямо платье. Потому что по обычаю, оказывается, крестный отец должен был вот одеть платье крестницы. Какая счастливая. Ага, и я помню, это платье было такое голубое, красивое такое, правда, узковатое. Я хотела статьянку, с кармашками такое. И я помню, думаю, вот такой ритуал. И я помню, что вот он так это с такой добротой, с таким каким-то отечественной такой заботой, как дедушка. У меня же дедушки не было. И вот этот дедушка прямо как будто бы он такой был, мне очень было приятно. И я до сих пор помню, как он надевал на меня платье. Это вот какой-то хороший ритуал. Скажи, пожалуйста, Таня, вот этот вот твои, Лиза Михайловна, мамы и бабушка была же замужем за Спирина. Да. Она Самококова, Спирина. Да, они роднились. Очень роднились. Они поэтому Спирины же. Да. А поскольку, значит, мама, моего дедушку расстреляли в 1937 году, и, видимо, он как-то курировал, помогал. Раньше же, оказывается, вот роды очень крепкие были, связи родовые. Держались, да. Да, и вот этот вот, знаете, вот это ощущение. Я туда приходила как будто бы как, в родную семью. Мне очень нравился вот Миша, он такой был спокойный очень. Вот оказывается, Миша женился, Миша. По-моему, Миша так и не женился. Он не женился. Женился Миша. Галю-то я встречала потом. Галю я тоже встречала. Галя к нам в гости приходила на Ботаническую улицу. Я все очень хорошо помню. Ну вот посмотрите вот эту фотографию. Мамочка тут молодая. Еще красавица. Она же хотела поступать в 1939 году, но была беременная Лизочкой. Театральную студию. Ой, как мне, говорит, хотелось, я прям изнемогала, говорит. И вот ее любовь, видимо, к театру. Ну вот и она осталась. Может быть, Михаил Михайловне мне передалось, видите, как такая судьба. Вот. Я ее, знаете, эту фотографию вообще сделала копию и обещала Женечке отдать. Женечке. Но потом приходила, и ее не было в парикмахерской. Чтобы она мне
Ну, на памяти хотела отдать. Это, получается, ее бабушка и дедушка. А сен позыңа артызбаласың? Да, конечно. Вот такая у меня история. Но все равно мы ковшох тасхана. А мен Валентина Ивановна всегда вспоминаю, что біз пастапла келгенде я неме пістіматып удырланна тіге ергі театрда. Света, помнишь? Неме Вера Петровна, узын такие нарядные, Валентина Иосифовна, они такие были возбужденные прямо, и так искренне радовались, что говорит, вот, наконец-то пополнение наше пришло. Сила такая. Да, она Матапудурлана, я помню сейчас. Она неме, а писал поставил, что неме музыкальное училище только же выстроилось, и псты анде девать же некуда было, и псты анде шон пр аудитория за неме шутига кирлеп солгана кемнен аржаншир шохтачезе. По полумде коковта шуфтан, по полумде тачи тан стояковый шуфтан, света сен булгазманды. А по полумде песнинже анде, ну тер полумде вот иди шуфтарс. Но а вот она шофтовшам, а Валентина Иосифовна, Вера Петровна, все кильженер, к нам они приходили и старались как-то нам помочь, украсить нашу жизнь, всегда поддерживали. Валентина Иосифовна, анекдот там отопшок тыжим. И, ну, она соном этот самый ходовый не кильскан. Валентина, то Валентину еще забылган. Дом Бернарда Альба. В поисках радости? Да. Да? Да. На пару с Верой Петровной? Да. Дом Бернарда Альба, ну, постоянно. Ну, я тоже хочу сказать про Валентину Иосифовну, потому что мы в студии, мы с Алисой Алексеевной первые приехали. Мы приехали в 1971 году, а ребята приехали в 1974 году. Вот, и когда мы вот с Алисой приехали, нас также тепло, они очень встречали, тепло принимали. И я вспоминаю, Валентина Иосифовна вот рядышком жила с театром, ну вот, рядом с почтой, можно сказать. Это было совсем недалеко. Квартира у них большая была, по-моему, или 3, или 4 комнаты были, помню, огромный зал. И как вот помню, что вот премьеру отыграют, и все актеры почему-то шли к Валентине Иосифовне. Я подумала, ну надо же так. И все дружно, главное, все туда ходили и отмечали премьеры. И помню, Валентина Иосифовна говорит, ой, надо капусту побольше посолить. И она солила капусту, а что, нам-то вот актерам-то шибко много и не надо там. Она капусту вытащила, картошечку отварила, и все, и там что-то еще купили, и хватало всего это. А радости было очень много, хотя тяжеловато жили актеры в то время, но зато веселья было так много. Ну, как вот, знаете, ну вот тут там картошечка, капусточка, а столько было веселья, все смеялись от души. Вот это я помню, что все туда ходили. Да, и там. А про Валентину Иосифовну еще хочется сказать, что Валентина Иосифовна была сама доброта. Вот сама доброта. Она была такая добрая. Вот, как говорится, так же, как и Вера Петровна, я могла прийти и поплакаться, и совета попросить, и денег попросить. Ну вот как к родной матери, понимаете? Она вот как мама большая у нас была. Вот, и всегда она очень отзывалась на все, всегда помогала и советом, и все, как-то вот в любую минуту. Ну вот как раз я Аннушку хочу, Анну Михайловну добавить, что насчет доброты Валентина Иосифовна, она безгранично была добрая. Когда Коля уехал учиться, помню, Вера Петровна, Валентина Иосифовна мага целое ведро принесла крыжовника.
чтобы поддержать этот самый... Витаминчиков. Да, витаминчиков. Она рассказывала, говорит, вот Машенька титр, чисток титр, прокалывай иголочкой титр и в сироп. Я тогда первый раз узнала, что крыжовник надо прокалывать. Пола вообще были мастера на все руки, я хочу сказать. Они заготовки делали, особенно Вера Петровна, она на эти самые на посиделки же они приносили заготовки, там помидорчики, огурчики, а Вера Петровна магала да ксидики, баночка да соленый этот самый утрамбованный петрушка на альжен. А проходи Валентина Осиповна да без хадухулюкун болганан каты была, Валентина Осиповна нас повела к себе, она как раз по Пушкина жила, и мы все толпой тоже туда пошли. То ли мы премьеру какую-то отмечали, а мы всей толпой пришли. Валентина Осиповна, быстро, что там, да, правильно, щипсхан, стола, шае правильно, тургузовсхан, без ахтик, ну вот прям күлік болған. А хайди хатхыржемов, анекдот чоқтазы, главное, хатхарбин же абсмында дальше хварився. Вот как она рассказывала анекдоты, у нас теперь никто не рассказывает. Вот поэтому. Да. Ну вот я к этому хочу добавить, что Валентина Осиповна была душа компании. Да. Понимаете, когда была Валентина Осиповна, мы все ждали, когда она какой-нибудь анекдот расскажет. Вот если она расскажет, мы все были там вообще. Ну, как бы, когда говоришь Валентина Иосифовна, это всегда какой-то свет, доброта и как бы юмор. И вы знаете, честно говоря, когда я ее видела на сцене, я недоумевала. Тут, извините, днем ищешь роль, суть роли, да, какую-то внешнюю характеристику. А она вышла на сцену, и как будто всю жизнь там была. И я вот, когда мы делали дом Бернарда Альбы, она делала Понсио, да, ну, она всегда говорила, у меня Верочка королевна, а я служанка. И они друг друга очень дополняли с студенческих времен, потому что Вера Петровна Виола, а Валентина Иосифовна Мария, Вера Петровна Анна Бакунья, а она Одол, ну, девушку играла. И поэтому в «Одураченном Хархло», значит, Вера, 58-й год, да, когда Тугужеков стал, Вера Петровна Порчо, а Валентина Иосифовна Хомрах. То, что ты играла, я играла, все переиграли, да. И поэтому действительно она была необыкновенно одаренный человек, но про себя всегда говорила, да, я простая актриса. И для меня, говорит, самое важное, что зритель меня любит, понимает, я доступна им. Как бы, да, я оттуда вышла на сцену, и вот я вот такая вот есть. Я помню первую встречу в спектакле «Айдола и Танхамалчостара». Помните, да, Гаврила Катажекова, мы с Аннушкой, да, еще Валя, по-моему, играла. Тане Чохшосхстара, а она играла тогда Тертес, да, такая большая, такая огромная, такая, мне казалось, господи, у нее еще громовой голос, как выйдет на сцену, ну, большую она играла, ты думаешь, куда бы тут чуть-чуть спрятаться, потому что от ее энергетики тебя молодую, еще такую, ну, стройненькую, просто сдувала. И потом я хорошо помню Валентину Иосифовну в «Сарналбан Сарн». Помните, вот? Да, как «Сарналбан Сарн», Валентина Шулбаева. Это 75-й год, первый спектакль, первая пьеса о войне нашего драматурга. И вот она играла Паёку. Она все. Вот это вот слово «якра», вот мы сидим сейчас, а я слышу «О, якра!» Иролда Шага Зархаханмин немече. И поэтому, Маша, я все вспоминала. Я же в 76-м году Эльза Михайловна ставила «Моя жена Лгунья». Ты играла мисс Тиктон с Тодиковой, да, вы на пару. А я на пару играла мод, прачку. Вот эту вот. У меня фотография вся в веснушках, стою с корзиночкой.
А так как у меня был грудной ребенок, тогда не смотрели же, сколько там тебе ребенка. Через 3 месяца мы выходили на работу. Да, через 2 даже, по-моему, месяца выходили. Она же вот играла. Помните, Анна Михайловна, пиди папиросу с Монтетуча, она вот так вот раз, и как-то вот так, и папиросы здесь. Все там зрители хохочут. На сцене актеры не знают, куда деваться. Помню это, там колясочка стояла, так коляска была тесна, потому что туда прятался Коля Точеев, Миша, там, Валя. Вообще у нас Валентина Сабанина Топоева была очень смешливая тоже. И, ну, и одна из самых таких ярких моих воспоминаний, я как она пела? Мине козужам ущух синера сирчаян шалбах. Эта песня, да, Одо, она играла мать, у нее 2 детей, как бы первый сын Игорь от Аркадия Чаптыкова. Аркадий Чаптыков, это Игорь. Да, да, Аркадий Чаптыков, Женя от Котникова. И поэтому вот, она была такая мать, да, вот Женя с 71-го года, да, получается. Ну и вот эта песня, и то, что там 5 детей, я городскую девушку играла, дочку, которая врач, и которая мне Валентина Шулбаева давала свою кожаную куртку. Она где-то побывала, может быть, это был заменитель, но типа такая, это 82-й год. Когда не было, наверное. С превратности судьбы. Что-то Салахтарда. Я продавщицу там играла. Клайн, по-моему. Да. Жену. Володя, а у меня муж был Володя Чустеев. Да. Ой, потом я... Для меня этот спектакль вот запомнился песней, вот это вот. И вот как она утром будет, эй, балаларум, турмар, парамар, тоганагар, и это. А я как... После этого спектакля же меня врачи не возненавидели. Я приезжала в кожаной куртке и просила у мамы деньги на машину. А потом, как бы так, все, судьба, как говорится, ну, все ты такая была нехорошая. Так врачи потом, придешь в поликлинику, со мной не здороваются. Говорит, ты вообще унизила профессию врача и так далее. А я так стою, так, я говорю, это у меня. И поэтому, ну и одна из самых последних ролей назначений, это Камат. Камат, это 88-й год. Помните, да, на малой сцене мы ставили, Василий Иванович Ивандаев ставил Камата, и она играла Манги. Потрясающая роль. Я, кстати, сейчас как бы работаю над этой пьесой Манги. Они попались, этот Юра Топоев, он играл Онока, ну, председателя, который бьет, который всех садит за колосок. Но я была там назначена на... Потом я же ушла на декрет. Ну, и вот поэтому вот этот вот... А я бы сказала, что эта актриса была голосом из народа самого. Потому что я говорю, когда 8 любящих женщин, она играла служанку. Когда мы вчера приезжали, из автобуса выходило 8 женщин-актрис и 12 детей выползало. Сначала автобус останавливается, и дети пошли, и дети, и Женя, и Таня, и все наши дети. Вот так вот ездили весело. И вот одна из, наверное, не сыгранных ролей ее. А вот изобретательная влюбленная она разве играла в лесу? Они с Верой Петровной были назначены в 1985 году. Она ушла 5-го, мы с Анной Михайловной вспоминали, 5 февраля 1989 года. Я помню ее в театре, а вот на как похороны я не помню. Оказывается, у меня был месячный ребенок тогда, поэтому, видимо, я ее вот так вот в последний путь провожала. Поэтому, ну, что я могу сказать, что она была очень какая к себе, не, ну, такая, не звезда, а обыкновенная. Она не пиарила себя, она говорила, ну, я простая актриса. Но я актриса для народа и из народа. Почему-то вот это мне запомнилось. И еще носите украшения, золотые цепочки, пока шея красивая. Это я хорошо запомнила. Она хорошо так во дворе, когда Вера Петровна курила, стояла она.
Ну, она шутила над собой. Ну, она была потрясающе обаятельная. Я Как все-таки, да, я все вспоминаю, когда у нас Эльза Михайловна была, у нас раньше застолье, там отмечали премьеры, просто так беседовали. И когда Вера Петровна с Валентиной Осиной запевали дуэт из этого «Аллах тыртқан хархло», это был вообще кайф. Қолғалар, менің шүстігім, алтын шүстігім, и қазақ сарнажина. Ну, они красавицы. Они на два голоса пели. Вот, у нее же как меццо-сопрано, да. Вот они вдвоем стоят, и я слышу, как они поют, и она всегда говорила: да, мы не очень, я красивая была, но я была так... но зато кавалеров мы добивали песни. Когда видим, что кавалеры на нас не смотрят, только там на других актрис, которые покрасивше, мы знаем, какие красивые актрисы у нас были, которые говорили: не ходите за мной, идите сзади. Но, и она говорит, ну, Вера Петровна говорит, мы перемигнемся с Верой Петровной, ну что, давай, теперь наш черед. И как начнем петь, все побросали своих девушек и возле них. Я помню, как-то сезон закрыли, помнишь, Анна Михайловна, сен қонғызы ма, Маша? Они пригласили нас на казан, вот такой огромный казан и баранина. Нет, это дождь пошел. А на другой день мы там переночевали, вот на Пушкина. Наелись мяса. И на другой день шли, у меня был белый плащ, хорошенькие туфельки, и был дождь. Он не перестал, всю ночь шел, и под дождем мы шли. Анна Михайловна, Манде, Минтекзирал, тогда такси же не было. Поэтому, как говорят, уже сколько лет получается? 89-й год, 5-е. Это уже почти 33 года, да, ее нет. Но вот как бы остались ее роли, ее песни, ее слова, ее понимание, что все-таки театр – это храм. Это чистый дом. И надо в театре, как бы, когда заходишь туда, все отбрасывать плохое и радоваться. И радовать своего зрителя. И все равно Валентина Осина, я-то ее помню, когда зрительного зала сидишь и смотришь, Валентина Осина, когда выходила на сцену, да, и ощущение было, что она все заполняла пространство. Вот это было ощущение, это я помню хорошо. Да. И она такая была, и оттуда шло, вот такая энергетика шла, прямо хорошая. Ну, это дар. Да, да. Также она была очень органичная актриса. Да, она никаких усилий выходила. Мы мучились, а она выйдет, и как будто она всю жизнь там была. Я говорю, мне даже казалось, что вот дом Бернарда Альба, я даже знаю, чем пахнет ее фартук. Хлебом свежим, потому что она же детей всех Бернарда, она же вырастила. Поэтому удивительный человек, удивительная актриса. Я еще к этому добавлю вот ее воспоминания. И когда она в компании, ну, она была такая, ну, не красавица, скажем, такая. Вот. И когда она говорила, клянусь своей красотой, это было все. И у нас как бы эта крылатая вот фраза потом осталась, клянусь своей красотой. И мы всегда так со смеху все умирали. Действительно, это было, вот, знаете, такой она юмор. Же полненькая была. Да. Так, где у людей бывает талия? Да. Она все время носы клеила. Да. У нее тут было такой горбатой не было. Она все время, как ей не надоедала. Да. Гримировалась всегда. Она всегда юморила сама над собой. Самое главное. Ну, как бы посмеиваясь, да, и над этим, ну как, ну, клянусь своей красотой, вот, понимаете, ну, выше этого не скажешь, понимаете, вот просто. И потом я еще помню, она рассказывала, что она же юмористка была, иду вот в Средней Азии, там, ну, в гостинице по коридору, иду и слышу сзади, девушка, я иду, я опять девушка, я опять иду, опять девушка, я, говорит, оборачиваюсь, а никого нету, парень. Ну, я поняла, что он меня зовут. Она говорит, а я не девушка, я бабушка. Ну, вот в таком смысле. Ну, вот я еще хочу добавить к этому.
когда Женечка была еще маленькая, мы ездили на гастроли. Я помню, мы поехали на гастроли в Тулу. И мы с Валентиной Осиной жили в одном номере. Женечка маленькая, и, в общем, я всегда помогала. Там у нас горшки, тазики, там куча вещей. Все выгрузились, помню, ну, все, мы же там меняли все время место жительства. Вот приедем, там, допустим, мы приехали вот в Шагонар там, или куда-то, и выгружаемся все со своими вещами. Все выгрузились, актеры, а мы с Валентиной Осиной таскаем вещи, потому что у Женьки там куча вещей, там горшок, там тазик, там пеленки, распашонки, в смысле, это, ну я так. И мы, значит, выгружаемся, и помню, мы, вот, как это, Агдуврак, мы вот там жили. Значит, мы приехали, а мы с Валентиной Осиной уже договорились, что поедем, надо это взять, чашки, ложки, поварешки, кастрюли, это все было у нас с собой. И вот мы, помню, приехали, ну там адаптировались, постирушки, там Женьки стирает Валентина Осина. Значит, я вышла и веревку завязываю, потому что веревку мы взяли с собой, прищепки мы тоже с собой взяли, и, значит, веревку я, значит, завязала, Валентине Осине помогаю, вещи мы развешиваем, и прищепки. И идет эта Клавдия Семеновна. А так встала, господи, вы что, это все с собой взяли? Я говорю, да, мы все с собой. И веревку, и прищепки, что ли? И прищепки, говорю, боже мой, да вы с ума сошли, столько вы вещей. Поэтому вы самые последние здесь выходите, когда заселялись в гостиницу. Ну вот этот момент помню. Ну как-то всегда вместе были. Женя тогда маленькая была. Вот. И Женя, ну как бы театральный ребенок, она вот как бы вот все воспитывалась среди актеров. И как она значит, только сидит и вдруг, значит, так. Это, значит, это был, значит, это знак, что ей надо скорее на горшок. Уже все знали. Если мама на сцене, Женьку быстро берут и на горшок сажают. Вот это я тоже помню, вот этот знак. Все привычки знали своих детей. Да. А потом она научилась говорить, потом она научилась петь. И помню, приехала киностудия, тогда снимали фильм в далеком Але. И Женю повели на пробы. Вот. Привели, ну, значит, это самое. Ну, что ты, девочка, там умеешь? Она, спеть можешь? Да. Ну, что ты споешь? Ну, скажи, вот, спой, говорит, то, что ты там всегда поешь. И вот она запела. По улице я шлялся, вдруг вижу дама. Я с нею поравнялся, сказал ей прямо. Мадам, девица, свободна, как птица. Не верю. Напрасно. Пойдемте, согласна. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И вот это вот, я помню, у меня вот это в ушах осталось, вот эта Женькина песня. Она вот с этой песней это прошла. Кинопробы. Да, этот кастинг она прошла, кинопробу. Ее утвердили на роль. И она там снималась в этом фильме. И Валентина Осифовна снималась там. Да, там в 2 фильмах. Там просто многие снимались. 77-й. Ну, вот такие воспоминания. Конечно, ну, приятно вспоминать наших стариков, потому что они всегда очень нам очень хорошо, тепло относились. Подкармливали. Дай Бог, молодежь это будет вспоминать, да? Я вспоминаю, когда... Когда Николаевич Киперчан, мне помогали Вера Петровна, Сосоклая потому что они были Жен 96. Нет, но... вот такие передачи не теплые волосы.